Добрый день. Меня зовут Евгений Афанасьев, замминистра строительства. И сегодня по теме я расскажу, какие механизмы и программы государственной поддержки существуют на сегодняшний день по улучшению жилищных условий. На сегодняшний день в рамках государственной программы обеспечения качественным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг имеется подпрограмма обеспечения качественным и доступным жильем. В рамках данной программы у нас имеется основные мероприятия, такие как обеспечение жильем детей-сирот, обеспечение жильем молодых семей и обеспечение жильем отдельных категорий. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан у нас подразделяется на несколько мероприятий. Это у нас, во-первых, обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к данной категории лиц. Второе мероприятие – это у нас обеспечение жильем ветеранов боевых действий. Третье – это обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года. Также у нас имеется мероприятие по обеспечению жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей, и соответствующие же мероприятия, имеющих детей 10 и более. Также у нас имеются мероприятия, которые направлены на улучшение жилищных условий граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, и обеспечение жильем педагогических и медработников, осуществляющих свою трудовую деятельность в северных и арктических районах нашей республики. Кроме того, у нас имеется другое госнаправление, это у нас предоставление льготной ипотеки на улучшение жилищных условий. По данному направлению у нас имеется три программных продукта. Первое – это дальневосточная ипотека, как вы все уже знаете. Второе – это семейная ипотека, это именно в основном касается для семей, имеющих 2 и более детей. И третье направление – это сельская ипотека, оно направлено для граждан, которые постоянно проживают в сельской местности и хотят улучшить свои жилищные условия в сельской местности. И третье направление, которое у нас по республике реализуется, оно связано по направлению Министерства сельского хозяйства в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Выделяются субсидии гражданам на улучшение жилищных условий порядка 70% от стоимости жилых помещений. Да, коллеги, тут поступили вопросы, и первый вопрос у нас: в каких программах может участвовать молодая семья для улучшения жилищных условий? Молодая семья может участвовать в таких программах, как только что сказал, улучшение жилищных условий молодым семьям, имеющим 3 и более детей. Кроме того, можно воспользоваться услугами льготной ипотекой для молодых семей до 5-6%. Данное льготное ипотечное кредитование подразумевает возможность использования кредитных средств на рефинансирование ставки ранее полученных кредитных средств. Здравствуйте, какие есть программы для молодых педагогов по приобретению жилья? По приобретению жилья для молодых педагогов имеется 2 мероприятия на сегодняшний день, которые действуют. Первое – это обеспечение педработников, которые работают в арктических и северных районах нашей республики. Данная программа сейчас уже идет выдача по уже ранее принятым обязательствам. И второе направление – это тоже касается педработников. В рамках комплексного развития сельских территорий предоставляются субсидии, и в том числе для педагогов, которые именно работают в сельской местности и готовы улучшить жилищные условия именно в селе. Расскажите о жилищных субсидиях гражданам, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
По данному категорию граждан именно из федерального бюджета ежегодно выделяется довольно-таки существенная сумма, чуть менее 300 миллионов рублей. На 2021 год предусмотрено средства в размере 265 миллионов рублей, и основная часть из указанных средств направляется именно той категории граждан, которые выезжают из районов крайнего севера, именно инвалидам первой и второй группы. И не более 30% субсидий направляются именно для обеспечения и улучшения жилищных условий пенсионерам. Так, мы стоим в программе «Молодая семья» уже 3,5 года, приобрели квартиру в ипотеку, думали, получим субсидию и частично погасим ее. Но если одному из супругов исполнится 35 лет, нас выкинут. В данном случае у нас в соответствии с действующим порядком при достижении 35 лет одного из супругов вы выбываете из общего списка получателей субсидий, но при этом вы можете воспользоваться услугой «Семейная ипотека». Имеется там возможность рефинансирования ставки. Расскажите, пожалуйста, какой существует порядок обеспечения жильем инвалидов. По мероприятию обеспечения жильем инвалидов и семей, имеющих жильем семей детей-инвалидов подразумевается именно обеспечение той категории граждан, которые встали на учет до 1 января 2005 года и нуждающихся в улучшении жилищных условий. На сегодняшний день данной категории граждан состоит на учете 432 граждан. В рамках выделенных средств свыше 90 миллионов рублей на этот год планируется обеспечить свыше 30 семей. У нас дом под снос, на что мы можем рассчитывать в семье 5 прописанных человек. Возможно, это вопрос касается программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Вопрос не по теме, но я все равно отвечу. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным кодексом, и программа переселения не подразумевает улучшение жилищных условий, оно обеспечивает безопасность проживания граждан. Соответственно, вне зависимости от того, какое количество людей прописано в вашей квартире, в вашем жилом площади, вы получите квартиру не менее ранее занимаемой площади. И это еще зависит от тех условий, которые на сегодняшний день имеются. Если вы являетесь собственником жилого помещения, то вы можете претендовать на получение жилой площади взамен аварийного, можете получить возмещение за аварийное жилье, и третье, можете получить квартиру в другом населенном пункте на первичном, на вторичном рынке жилья. Как будет решен вопрос сирот в Барагонце? В 2019 году из-за пожара остались без квартиры 12 детей-сирот посреди зимы на улице. Данный вопрос стоит на контроле и у главы республики, и у председателя правительства. По данному вопросу рассматривается много вопросов и тем, но на сегодняшний день у нас федеральное законодательство говорит о том, что есть предоставление детям-сиротам жилых помещений осуществляется разово. И второй раз предоставление у нас жилых помещений не представляется возможным. Но при всем при этом у нас совместно с муниципальным образованием ведутся работы в части того, чтобы рассмотреть возможность обеспечения их по другим мероприятиям, которые у нас на сегодняшний день действуют. Какие существуют программы улучшения жилищных условий для одиноких матерей? Для одиноких матерей именно отдельной такой программы не имеется, но вы также можете воспользоваться услугами семейная ипотека по льготной ставке, а также можете получить социальную выплату на улучшение жилищных условий. По данному вопросу за постановкой на учет можете обратиться в органы местного самоуправления. Что необходимо для постановки на учет по улучшению жилищных условий?
Для улучшения жилищных условий основным требованием является учетная норма жилой площади. Оно определяется в соответствии с жилищным кодексом органами местного самоуправления. Например, по городу Якутску у нас учетная норма составляет 9 квадратных метров на членов семьи. В отдельных муниципальных районах утверждены на уровне 18 квадратных метров. И если у вас на каждого члена семьи меньше жилая площадь той учетной нормы, то вы можете вполне подать все документы в органы местного самоуправления и встать на учет. У меня родители ветерана, можно ли улучшить жилищные условия ветеранам труда? В рамках действующих федеральных законов и тех государственных мероприятий, которые на сегодняшний день действуют, улучшение жилищных условий именно ветеранам труда такого не существует, но имеется возможность обеспечения жильем и социальной выплаты именно для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам. Ветеранам труда можно будет посоветовать обратиться в органы местного самоуправления по улучшению жилищных условий, и там будут рекомендованы все условия. Что необходимо для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий? Но вы должны подтвердить то, что у вас нету жилья или ваше жилье, которое имеется, оно меньше учетной нормы жилья, или жилье, которое у вас имеется, оно признано непригодным для проживания. Вот эти основные требования, и с этими документами вы можете обратиться в органы местного самоуправления по месту проживания. Ну, еще также хотелось бы более подробно остановиться под тем вопросам, которые еще имеются у большинства населения. Это молодые семьи, которые у нас должны получить субсидию на улучшение жилищных условий. На сегодня их составляет порядка с 4500. Из них в первоочередном порядке должны обеспечиваться именно те семьи, которые имеют 3 и более детей. Они идут они идут вне очереди, соответственно, та категория семей будут получать намного ранее, чем нежели другая категория семей. И таких семей на сегодняшний день составляет порядка 280 по всей республике. На 2021 год на обеспечение жильем молодых семей предусмотрено за счет средств федерального бюджета, регионального и органов местного самоуправления порядка 355 миллионов. Данных средств хватит нам на выплату молодым семьям на обеспечение жильем 370 семей. Так, если больше вопросов нету, всем спасибо. Разрешите завершить.